10 класс. Урок русского языка и литературы. Тема урока «Ассамблеи народов Казахстана». Сегодня, ребята, вы будете давать общую характеристику Ассамблеи народов Казахстана как наиболее выразительного свидетельства демократии и суверенитета страны. Когда народ един, живет в мире и согласии, для него нет недостижимых высот, пишет Нурсултан Назарбаев. Межэтническое согласие – главное достояние независимого Казахстана. Ассамблея народов Казахстана была образована в соответствии с указом президента Республики Казахстан от 1 марта 1995 года как консультативно-совещательный орган при главе государства. 1 марта 1995 года указ об образовании Ассамблеи народов Казахстана в целях укрепления общественной стабильности и межнационального согласия в Республике Казахстан и в соответствии со статьей 78 Конституции Республики Казахстан. Первое. Образовать Ассамблею народов Казахстана как консультативно-совещательный орган при президенте Республики Казахстан. Второе. Утвердить положение об Ассамблее народов Казахстана. Третье. Созвать первую сессию Ассамблеи народов Казахстана 24 марта 1995 года. Цели Ассамблеи. Равенство прав и свобод граждан Республики независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к социальным группам. Всестороннее развитие межнациональных культур, языков и традиций народов Казахстана. Расширение интеграционных связей с международными организациями. Формирование казахстанской идентичности путем консолидации этносов Казахстана. Формирование и распространение идеи духовного единства, укрепление и сохранение дружбы народов и межнационального согласия. Логотип Ассамблеи народов Казахстана. Успехом Казахстана мир дивится, как удалось народ весь так сплотить. Едины мы в стремлении трудиться, стабильность и согласие крепить. Страна сильна, когда мы вместе, казах и русский и мордвин, и белорус и осетин, башкир, украинец, грузин, чуваш, уйгур, кореец, фин, киргиз, монгол, узбек, калмык, татарин, турок и таджик, азербайджанец и поляк, якут, мариец и пермяк. В нашей стране, образно говоря, под единым шанраком мирно соседствуют более 150 национальностей, каждая из которых имеет свои традиции, культуру, язык. Ассамблея народов Казахстана – учреждение без образования юридического лица, образуемое президентом Республики Казахстан, главной задачей которого является реализация государственно-национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в Республике Казахстан и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений. Сессии Ассамблеи созываются представителем Ассамблеи. Дата, место проведения и предполагаемая повестка дня сессии Ассамблеи объявляются за месяц до начала ее работы. Сессия созывается не реже одного раза в год. Внеочередная сессия Ассамблеи созывается представителем Ассамблеи по собственной инициативе или по просьбе не менее 1/3 от общего числа членов Ассамблеи и проводится в месячный срок со дня принятия решения. Кандидаты в члены Ассамблеи народов Казахстана выдвигаются решениями сессии малых ассамблей по предложениям национально-культурных центров,
а от региональных и республиканских общественных объединений рекомендуются решениями их высших органов. В стране действуют более 100 национальных школ. Функционирует 170 воскресных школ, где изучаются 23 родных языка. В 3 школах национального возрождения работают 29 отделений по изучению 12 родных языков. На финансовую поддержку этих школ правительство страны выделяет ежегодно 12 миллионов тенге. Кроме того, им оказывается помощь и из местного бюджета. За свою историю ассамблея трансформировалась из консультативно-совещательного органа при президенте Республики Казахстан в конституционный орган, имеющий прочную правовую основу и общественно-политический статус. В мае 2007 года в Конституцию Республики Казахстан был внесен ряд поправок. Ассамблее народа Казахстана придан конституционный статус. Она получила право избирать в Мажилис парламента Республики Казахстан 9 депутатов, что значительно повысило общественно-политическую роль Ассамблеи. 20 октября 2008 года президентом страны был подписан закон об Ассамблее народа Казахстана, не имеющий аналогов в мире. Ассамблея народа Казахстана стала полноправным субъектом политической системы страны. Были определены нормативные правовые основы ее деятельности. Казахстан – большая многонациональная семья. Ее основу во все времена составляли сплоченность и солидарность людей разных национальностей и вероисповеданий, их взаимная помощь и поддержка. 1 марта 1995 года был издан указ Нурсултана Назарбаева о создании Ассамблеи народов Казахстана как консультативно-совещательного органа при президенте республики. Начало работы первой сессии Ассамблеи было назначено на 24 марта 1995 года. Подготовительная работа по созданию АНК включала организацию малых ассамблей народов Казахстана на местах, которые делегировали 200 человек в качестве постоянных участников сессий создаваемого органа. Вся работа малых ассамблей проводилась под эгидой местной исполнительной власти в регионах. Формирование самой Ассамблеи народов Казахстана проходило под руководством президента. С самого первого дня создания Ассамблея народа Казахстана стала настоящей диалоговой площадкой, где обсуждались и доводились до первого лица государства проблемы межэтнических отношений в стране. Когда мы собираемся, будь это на площади, или будь это на сессии, мы настолько рады этому. Это единая семья. Вот чувствуем, что мы действительно в содружестве со всеми народами нашего Казахстана. И в этом я считаю, что огромная заслуга, нас еще не тронули эти безобразия, которые погрязла Европа. И надеюсь, что авторитет президента такой великий, что нас это и не затронет. Ну, по крайней мере, будем надеяться. Всячески будем стараться единение, сохранять единение, дружбу народов. В этом наша сила. Задание номер 1. Ребята, запомните маркировочную таблицу, обобщая знания, полученные по данной теме. Следующее задание. Прочитайте аналитическую статью, составьте тезисный план статьи, выпишите термины или и клишированные конструкции, относящиеся к общественно-политической лексике, составьте сравнительную таблицу. Запишите слова иноязычного происхождения, объясните этимологию слов. Определите стиль данного текста. Назовите стилеобразующие признаки текста.
Следующее задание – практическая грамматика. Выполните синтаксический разбор предложений. Ассамблею народов Казахстана недаром называют Институтом межнационального согласия. Это своеобразный мост дружбы, соцветие культур народов. Все этнические группы населения проявляют высокую толерантность и готовность к таким формам межэтнического взаимодействия, как работа в многонациональном коллективе, дружба с представителями других национальностей, международное сотрудничество. Ребята, подведем итог урока. Продолжите предложение. Больше всего мне понравилось или запомнилось. Я хотел бы выяснить именно что. Я удивлен, что Ассамблея народов Казахстана – это